Искусству все возрасты покорны. Убедиться в этом можно на примере заслуженного художника России Игоря Сидельникова. 18 июля в городе железнодорожников открылась юбилейная выставка мастера. На прошлой неделе Игорь Иванович отметил свой 80-й день рождения. Мои коллеги смогли полюбоваться картинами, а также пообщаться с художником. Человек с большой буквы, человек-легенда, человек-эпоха. Именно так называют Игоря Сидельникова в Рузаевке. В день открытия юбилейной выставки рядом друзья, коллеги, поклонники творчества народного художника. В свои 80 он продолжает создавать новые шедевры. И возраст не помеха, скорее наоборот. У меня сложилась определенная сейчас устоявшаяся новая, как мне казалось, жизнь. Я для себя определял, что как только исполняется 70, из творческой профессии надо уходить. Пока тебе не сказали: милый, ты уже ничего не можешь, уходи. И я долго в это верил, стал придерживаться этого принципа. И вот вы знаете, сегодняшняя выставка, она показала мне, как я ошибался, как я был неправ. Она показала мне, что уж если человек поцелован Господом Богом в маковку, то он поцелован. И что возраст творчеству не помеха. Сейчас Игорь Сидельников работает над большим полотном – портретом матери скульптора Степана Эрзи. Рассчитывает закончить к осени. Если планам суждено сбыться, в сентябре картина вместе с другими работами мастера будет выставлена в музее имени Эрзи. Полюбоваться полотнами художника из Рузаевки смогут и жители столицы Мордовии. Он очень разный, да, насколько он хорош в жанровых картинах, да, в станковых картинах, сюжетных. То есть мы видим здесь историю Рузаевки, историю нашей страны, историю нашей Мордовии, в его героях, в его персонажах. Вот. И настолько он лиричен в своих пейзажах. Да? То есть мы видим тоже большое количество пейзажей, где он тоже воспевает красоту нашей мордовской природы. Вот. И как-то очень по-своему трогателен. Талант Игоря Ивановича проявился еще в детстве. Одноклассники вспоминают, как сердились учителя на мальчишку, который на уроках вместо занятий рисовал. Сначала сердились, а потом гордились. На афише выставки полотно под названием «Утро. Рузаевские железнодорожники». Его герои – простые люди, земляки. Это главная отличительная черта картин Сидельникова. Мастер пишет то, что любит, видит каждый день. Родной город, его жителей, пейзажи окрестностей Рузаевки. Название выставки несет в себе скрытый смысл. Это ассоциация с тем, что когда что-то происходит там, вот молодежь, например, выступает, она сейчас, такое есть модное выражение, молодежь зажигает. Это значит, что-то происходит хорошее, какое-то или открытие, или там еще что-то другое. Вот и я в таком же смысле посвящаю городу вот эту вот фразу «город зажигает огни», посвящаю железнодорожникам нашим, а у железнодорожников всегда связано с огнями, со светофорами. Свои картины художник называет детьми, относится с трепетом. Полотно дышит добротой, чувствуется, что написаны они с душой, с любовью к малой родине, Рузаевке. Взглянуть на свой город глазами художника стремятся многие, равно как и лично поздравить юбиляра. Игорю Ивановичу желают счастья, здоровья и дальнейших творческих успехов. Вручают золотую медаль «Духовность, традиции и мастерство». Художник ожидает еще одна награда за долгие годы работы. Скоро в Рузаевке появится новый выставочный зал. Он будет носить имя Игоря Сидельникова. Но, думаю, самый главный подарок, который вы ждете от нас, от власти на сегодняшний день, это новый выставочный зал. Я вам докладываю, что мы получили поддержку у временно исполняющего обязанности главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова. Добро нам дали. Мы сейчас уже эскизный проект вы видели, это только начало. Все равно мы победим. Новый выставочный зал вашего имени будет в Рузаевке. Это будет украшением нашего города. В экспозиции более 30 полотен. Здесь и работы последних лет, и самые известные произведения мастера. Выставка продлится месяц. Время побывать